учитель сам только. Если учитель не видит, что его поддерживают, может где-то побояться не идти вперед. Поэтому было бы замечательно, если бы администрация видела, если бы методическую службу. Амбиции иногда бывают завышенные, а иногда человек работает и работает. Наша задача административной коммуникации между детьми. Самое главное — убедить, что он готов. Показать эти Один готов. Мы считаем, что еще рано, другой надо сидит, его надо убедить, что он действительно совершенен в этом плане. Иногда бывает наоборот, учитель не готов и не знает, а почему-то летит вперед. Да. И здесь нужно немножечко остановить и научить. Коллеги, у меня там просто в зале мероприятие началось. Пускай идет тогда. Конечно. Я просто чуть-чуть дверь прикрыла. А можно вот еще, да? У нас 3 года тому назад появилось, значит, такое предписание тем учителям, которые пойдут на высшую категорию, это наличие справок об инновационной деятельности. И каждый должен был прикрепляться к институту. Не кажется ли вам, что это профанация? Потому что прикрепиться на основе договора имеет право юридическое лицо директор школы. А дальше должны быть разработаны локальные акты управленческой команды, где списочный состав учителей, которые реализуют данный инновационный проект. Потому что слезы учителей, которые нам звонят, потому что вузовские работники начинают через полгода требовать у них отчет. Ни разу не консультируя, ни разу не обучая. И там идет такой категориальный аппарат, что учитель должен кандидатскую диссертацию написать. Кроме того, на курсах подготовки педагогов каждый учитель-предметник в модуле подготовки должен иметь обучение по инновационным проектам. Я сама участвую в повышении квалификации учителей Русской языка республики. Так вот, за 3 года, но я сейчас не могу точно сказать, 600 человек или 700 у меня было, и темы инновационные проекты и так далее, я читаю 4 часа. Это закладаны вот такие глаза, где ни один не понимает, как разрабатывать, что является вообще инновацией. И теоретическая база учителей очень низка. Они не знают приоритетных направлений развития. Им кажется, что это удел директора школы. Они сидят на мету. Года справочки о прикреплении на инновационную площадку не требуются. Это как раз публикация Министерства образования. Но в прошлом году был такой казус, действительно, когда была уже аттестационная, ну, так скажем, кампания началась, было очень много звонков. По привычке учителя действительно звонили и говорили: а вот у нас есть справочка, но сейчас говорят, что этой справочки не требуется. Это была первая половина. Вторая половина была еще хуже. Они увидели в приказе, услышали, что прикрепление не требуется, и спокойненько сидели, ничего не делали. Но когда пришло время прикрепления документов, идут в кабинете, в личном кабинете, есть строчечка, конечно же, что нужно подтверждение инновационного продукта. Вот тут-то как раз и началось. Но нужно заметить, методисты, которые действительно вчитывают, заместители директоров, которые действительно вчитываются в документы, они увидели нужный абзац, что при подаче заявления на высшую категорию допускается и нужно не справка о прикреплении, а нужно именно подтверждение инновационной деятельности, либо это рецензия, либо это отзыв, либо это сертификат об итогах инновационной деятельности, либо это публикация научно-методических журналов. Там еще даже перечень продолжается. То, что касается тогда более конкретно, да, аттестации и что такое инновационные региональные площадки. Представитель института говорил о том, что как они работают в соответствии с РИП. Институт развития образования является региональной инновационной площадкой. Таких площадок у нас 30 на сегодняшний день. В том числе школы тоже являются региональными инновационными площадками. Площадка работает по конкретной проблеме, по конкретной теме. И не может быть такого, что РИП, то есть инновационная работа отдельно, аттестация отдельно. То есть это работает на аттестацию. Поэтому мы не требуем от учителей, если учителя вам звонят, они беспокоятся, что такое аттестация и какие проблемы в аттестации, да, звонят редактору, например, спрашивают, в чем дело. То есть мы как раз и хотим уйти от тех понятий, которые, вот то, что Ират Шамиль начал говорить, что насколько это работает, вот это прикрепление, не работает, она никому не нужна. Поэтому министерство мы отменили эти вещи, прикрепление, закрепление, таких дел не должно быть. А задача региональных инновационных площадок – оказать методическую помощь по конкретной теме. То есть у вас есть конкретная тема Института развития образования, не по всем, а конкретная, что вы можете как региональная
методическая служба. И вы по этой теме, тем учителям, которые идут на высшую квалификационную категорию, а на первую не требуется инновационная деятельность, и, соответственно, вы оказываете им помощь, то, что они ведут инновационную работу. Понятно, учитель инновационную работу отдельно сам по себе в школе тоже не ведет. Есть в школе, есть работа, есть замдиректора, то есть директор, замдиректора, и есть в каких-то школах конкретно замдиректора по инновационной деятельности даже есть, которые ведут эту работу. Инновация ведь тоже не в воздухе висит где-то, а инновация должна позволить оказывать помощь даже, да, повышению качества образования. По какому направлению, для какой школы что может быть. Поэтому она должна работать на сегодняшний день таким образом. И поэтому РИПы были придуманы для того, чтобы именно, если аттестацию педагогических работников в республике выстроена по своей схеме, и вот РИПы тоже должны оказывать на это помощь. Учитель более свободно должны подойти, обращаться к этим региональным